В муниципалитетах Коми поэтапно стартует отопительный сезон. Тепло в первую очередь включили во всех социальных объектах в регионе. Северные города Ухта и Сыктывкар уже начали подавать отопление в многоквартирные жилые дома. На особом контроле в Уктыл. Коммунальная инфраструктура не выдержала морозов прошедшей зимы. В этот раз муниципалитет к сезону холодов подготовился основательно. Как запускали обновленную котельную и почему в некоторых домах Уктыла сейчас нет горячей воды, знает Ольга Коняева. Запуск обновленной котельной в Уктыле состоялся в День знаний. Тепло уже во всех социальных объектах. С 4 сентября отопление начнут подавать в многоквартирные дома. Избежать сбоев, как ни старалось ресурсоснабжающее предприятие, все же не удалось. Отопление и горячее водоснабжение пока поступают с одного котла, а потому у некоторых вуктыльцев второй день из крана течет только холодная вода. Котельная была остановлена для того, чтобы запустить систему отопления. Систему отопления запустили, горячую воду температуру горячей воды стали поднимать. В какие-то дома горячая вода поступила, в каких-то домах до сих пор горячей воды до сих пор нет. Но и температура на выходе из котельной пока еще не соответствует нормативу. Они продолжают ее поднимать. Поэтому, когда поднимут полностью, горячая вода должна восстановиться во всех домах. Внимание властей республики и надзорных органов к Уктылу приковано с прошлой зимы, когда коммунальная система города не выдержала морозов. Люди жаловались, что из-за постоянных аварий на котельной и сетях в квартирах холодно, перебои с горячей водой. Тогда в Уктыле даже был введен режим ЧС. Вот отапливаемся, как ходим. Вот так, и так постоянно, да. Постоянно 2 одеяла, спим под 2 одеялами. Приняты серьезные меры, чтобы подобное не повторялось. Летом прошел масштабный ремонт жилого фонда, внутридомовых сетей, крыши, межпанельных швов, теплоизоляции лестничных клеток и подвалов, утепление и прочистка вентиляции. Управляющие компании ТСЖ оснащены техникой и материалами. Для промывки систем закуплены мощные компрессоры. Подготовка социальных объектов обошлась муниципалитету в 8 миллионов рублей. На центральной котельной проведена реконструкция системы горячего водоснабжения. Капитально отремонтированы 2 котла, 3-й уже приобрели. Планируется его запуск до конца года. Смонтировано основание, поставлен на объект и ждет монтажа, обвязки еще один котел, который отдельно пойдет на горячее водоснабжение. Работы по монтажу котла этого должны быть завершены до ноября месяца. Как только котел будет смонтирован, введен в работу, там должны быть исключены все возможные перебои с горячим водоснабжением. Кроме того, жилой фонд подготовлен очень качественно, на высоком уровне. Там полноценно проведена промывка, система отопления. Исходя из этого, с технической точки зрения, готовность Уктыла к работе в ОЗП 21-22 гораздо выше, чем была ранее. По поручению главы республики на проверку в Уктыл регулярно выезжает комиссия службы стройжилтехнадзора Коми, благодаря чему во всех домах летом были отключены насосы, установленные управляющими компаниями для регуляции горячего водоснабжения, что весной как раз и привело к разбалансировке системы. Основными замечаниями являлась это протекающая инженерная структура, это отсутствие контрольно-измерительных приборов. На ряде домов стояли повысительные насосы на горячее водоснабжение. В связи с выявленными нарушениями нами было выдано предписание об устранении этих нарушений. И в настоящее время проводится проверка исполнения данных предписаний. На сегодня у нас повышающие насосы по горячему водоснабжению всеми управляющими компаниями демонтированы, где были установлены. И в дальнейшем у нас идет оценка по готовности домов к отопительному периоду, в том числе и по проведению промывки и опрессовки систем отопления. В Уктыле подготовка к зиме пока продолжается, но, как и в целом, по региону финал уже близится. Паспорта готовности муниципалитета должны получить до 15 ноября. Первыми запустили отопление в Заполярье. В Иркутинске ТЭЦ начали работать на природном газе. Для этого были модифицированы 7 из 9 котлов. В Усинске, Инте, Печоре, Ухте и даже в Сыктывкаре постановление о старте отопительного сезона подписано. Для сравнения, в прошлом году в столице Коми батареи в квартирах начали теплеть только 15 сентября.
Температура, та, по которой ориентируемся мы по 103 приказу, она, безусловно, еще не наступила. Это нужно в течение 5 суток среднесуточная температура 8 градусов и ниже. Да? Нормативно она еще не наступила. Но для того, чтобы обеспечить более комфортные условия для проживания граждан, было принято решение и издано постановление. Но нужно отметить, что в данном постановлении имеется пункт 2, который, опять же, направлен на то, чтобы эта работа производилась руководителями управляющей компании, товариществ собственников жилья. Оно гласит о следующем, что по заявкам, потому что все дома разные, где-то будет действительно прохладно, в некоторых домах, те, кто на солнечной стороне, да, там расположены, у них еще температура достаточно комфортная, поэтому люди будут принимать решения самостоятельно, скажем так, по поводу подключения либо не подключения домов к теплу. По вопросам отопления в квартирах прямой путь в управляющую компанию или свое ТСЖ. Именно они должны подать заявки на подключение каждого дома к теплу. Если ответа нет, а сроки уже нарушены, следующая инстанция – служба Стройжилтехнадзора Коми. Там разберутся и примут меры. Ольга Коняева, Олег Костромин, телеканал Юрган.